Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, предоставление путевок на санаторное лечение льготной категории граждан и сотрудникам предприятий по факту наличия профессиональных заболеваний. С такими вопросами обратились жители нашего города к управляющему регионального отделения Фонда социального страхования Марату Латыпову. Как было отмечено, на имя каждого заявителя позднее будет направлен официальный отчет по озвученной проблеме. У меня ребенок уже 7 лет инвалид, и мы ни разу не получали путевку в санаторий. И вот я поэтому хотела бы обсудить, почему нам не доходит, то есть эти путевки. Меня интересует то, что я был в ноябре, в конце ноября в Институте профзаболеваний. Вот. Там у меня эти болезни все подтвердились. Я приехал сюда, пошел к врачу, чтобы она дала направление на комиссию. На комиссию пошел, меня лишили путевки в санаторий. Вот вибрационники профзаболевания, которые все они не могут получить в этом году путевку. Первый год в этом году. Раньше было, но в этом году отменили. Почему отменили, не знаем. Что мы на старости лет уже здоровые стали, что ли, не знаю. Комментируя проблемную ситуацию, сложившуюся в регионе с выделением средств на санаторно-курортное лечение инвалидов, Марат Мукминович отметил, что объемы финансирования при текущем количестве льготников не позволяет обеспечивать их бесплатными путевками чаще, чем раз в 2-3 года. В Башкортостане нуждающихся в лечении инвалидов сегодня насчитывается 340 тысяч человек. Из них 260 тысяч льготников на санаторно-курортное лечение, они вот от сумму 1400 рублей, которую год выделили, они деньгами забирают. Вот. И по другим регионам тоже. Но есть, сегодня обсуждается предложение о переосвидетельствовании их. Вот. Потому что вот остается 80 тысяч человек, 80, и из них 15 тысяч только претендуют на путевки. Вот 65 они не за путевку не обращаются, и деньгами не забирают. За счет них вот 15 тысяч получают уже 2,5-3 года один раз путевки. Вот. Поэтому и вот это, сами общественные организации инвалидов, Совет ветеранов вот этого требует, чтобы переосвидетельствование прошло. И, может быть, и объемы финансирования пересмотрели. По вопросу предоставления санаторно-курортного лечения к управляющему республиканского отделения ФСС обратились и ветераны сибайских горнодобывающих компаний. Решением правительства от 15 мая 2016 года так называемая вибрационная болезнь, профессиональное заболевание шахтопроходчиков, была исключена из списка недугов, предполагающих бесплатные путевки на ежегодной основе. Коллективная жалоба горняков была рассмотрена в общем порядке и по заявлению Марата Латыпова послужит основанием для официального обращения ведомства в Министерство здравоохранения с предложением пересмотреть настоящее решение. Вообще, как отметил представитель фонда, формат обратной связи является одним из немногих действенных методов реального решения проблем населения. Когда мы встречаемся, вот общественная организация инвалидов, да, вот Совет ветеранов, к нам приходят многие, и других, мамы, общественная организация мам детей инвалидов приходят, чернобыльцы приходят. Вот они нам предложения вносят, они помогают нам работать. Это очень полезно нам встречи. В том числе, конечно, администрация городов, районов и службы, которые относятся к социальному блоку. Чтобы эти вопросы не накапливались, они потом не выплывали такими громкими жалобами. Вот именно вот этот контакт, вот это взаимодействие снимает очень много вопросов. Основные изменения, которые коснулись Фонда социального страхования в новом году, связаны со страховыми взносами. Теперь все они объединены в единый социальный страховой сбор. Контроль над выполнением правильности сбора будет осуществлять ФНС. А предприниматели ждут новые варианты отчетности, которые уже разрабатываются. Кроме того, с 1 февраля начали действовать повышенные размеры выплаты детских пособий. Ринат Музафаров, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.